До конца 2025 года должны быть отремонтированы все кладбища региона. Работы проводят при финансировании благотворительного фонда «Сафмар». Сейчас реконструируют захоронение в Аршты. Муслим Ганиев расскажет подробно. Единственное кладбище Аршты разбито на окраине сельского поселения. Рабочие на сегодня в основном ведут земляные работы. 2 экскаватора по центру захоронения заняты снятием верхнего слоя почвы. Там будет площадка под стоянку. Остальные же заливают фундамент для ограды. Масштабная реконструкция на кладбище проводится благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Только за последние несколько лет в регионе восстановлено и приведено в порядок 42 кладбища. Идет полное восстановление башенных комплексов Ингушетии, выделяются средства на развитие экономики. И это именно те направления, на которые нацелен Микаил Гуцериев. А при полном содействии региональных властей эти задачи будут решены в кратчайшие сроки. Глава республики Махмуд Али Макшарипович Калиматов и Микаил Саурабекович Гуцериев постоянно держат на контроле эти работы, звонят, интересуются, выезжают, проверяют ход строительства работ. Это такое богоугодное дело, да, то, что мы делаем все вместе, поэтому дасхамдакер. И царь внимание оказывает дотхон, так хатмалбах, нахач, баркал уал, дярясхал уал. Я бог дик дабуду же бы, даленда дачах баха боер. Строители проведут работы не только на территории кладбища. Изменится и дорожная инфраструктура. Проведут ремонт подъездной дороги. Вместо старой грунтовой будет асфальт. Обустроят также автостоянку при въезде. А ритуальный дом перед входом расширят. Там можно будет помолиться, совершить другие религиозные мероприятия. Кроме того, подготовят помещение для хранения инвентаря. Примерно 600 метров фундамент залетел. В общем, 1480 метров общий. Конечно, что она 240 метров, не бы, что она черт халча школе, машина юрьер школе, на халч бол школе. Халчка физ площадки 900 квадратов, 140 квадратов дополнительно, не бы асфальтированные. Это кладбище, со слов жителей Аршты, заложено около 200 лет назад. Здесь хоронили людей еще до выселения ингушей и чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. На сегодня здесь нашли свой последний покой свыше 1000 человек. Уже тогда волжвалось. Еще рец дихан, хай, дел рез волч аура, хадер зеден дихан, кашмаш дихан. ويديون بتشاد يوم مسيت خذ أرشدي وين ديون خذ ير بيمش ده خذ مالد شيدر خوالج ديون خذ ولد غيرتج هن ديون دلش خدوين بلن ترتو أربوين تو أسوال تستوى حال خذ حق وين والشان وبرش وين والج عندي شيء دعياز زيتن دق وبروسش دعدي عن سوديان شين مقر ديج والج وخذ ديال رياس خلصن دال تهي بركتي ويلتر وزن دال بركتي بول تر سميكان دقدت سميكان زي بول تكون اشتفون مغاري حشور بيهز بيقول ميلو سجى وقت ويتش اشن بول بايات نوتش ما تعلقش ازدي بوق بول بيجم دي بوق بول تكون سميكان بيجم سو اسبق ام بدأ قص داخل حسب بوق حاجه حش خشاري ايش بوق بول كو بيجم ميكان عند رياض دال شي دوت سولين دار باتشان دال رياض بول بيتش. Кладбище не только отремонтируют, значительно увеличится и его площадь. Старое захоронение было около 3,5 гектаров. После обновления оно будет уже более 7 гектаров. уже халдуз ждар. وقت حرش خانة وين مخاري وين مخك وين دنيا أنت باندمي دول دقناخ تعمق الخري وين قيورت مش تقالش شاش اش دق بيتيع ناخ قيورت الحبل دق به أرع برش قص حباحش. В планах Микаила Гуцериева обновить все захоронения в республике. Программа разбита на несколько лет и должна завершиться до конца 2025 года. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Магаз 24.